встречала Астрахань Нормальный трек? прохожими. Веселиться с вечера. Думаешь, не подойдет, что ли, под начало ролика? Ты автор, сам решай. А ты уже пишешь, да, я так понимаю? Давай по новой. Ассаламу алейкум и сенмесы всем мира. С вами Ренат Хабибуллин и татары сквозь время. После распада Золотой Орды на приморских землях между Доном и Днепром в 1433 году возникло феодальное ханство Большая Орда с центром в Новом Сарае во главе с ханом Сеидахметом, внуком Тохтамыша. В состав нового ханства вошла и территория Астраханского края. После поражения, нанесенного Большой Орде зимой в 1455-56 годах крымским ханом Хаджигерием, центр ее переместился на берега Волги. В 1456 от Большой Орды отпала Астрахань, где хан Махмуд, брат хана Большой Орды Ахмада, основал Астраханское ханство. История же самой Большой Орды завершилась ее разгромом в 1502 году крымским ханом Менгли-Гиреем. Ее кочевья вошли в другие кочевые образования южно-русских степей, в том числе и в Крымскую Орду. В 1461 году Астраханское ханство возглавил сын хана Махмуда Касым. Границы ханства, как считается, проходили по Бузану, Каспийскому побережью, Тереку, Кубани, доходя до верховьев Дона и Сарая на левом рукаве Волги Ахтюбе. Еще в 1395 году Астрахань была разгромлена в ходе вторжения Тимура. Однако, в отличие от других золотоордынских городов, возродилась к жизни. Может быть, этот феномен объясняется тем, что население небольшого города легче было прокормить себя, опираясь на собственные силы. Во всяком случае, здесь сохранился, по выражению Федорова-Давыдова, хозяйственный дуализм, представленный кочевым скотоводством и оседлым городским хозяйством. Выгодное местоположение и отсутствие конкуренции способствовали восстановлению торговых связей Астрахани с Хорезмом, Бухарой, Казанью. На невольничий рынок в Астрахани привозили рабов из Крыма, Казани, Большой Орды и Ногайской Орды. В годы правления Касыма между Астраханью и Россией установились торговые отношения. В частности, при Иване III из Москвы по рекам Москве, Оке и Волге ежегодно отправлялись сюда, в Астрахань, за солью. Однако вряд ли можно считать, что Астрахань к началу 15 века стала полноценным торговым мегаполисом. В 15-16 веках она потеряла значение важного пункта транзитной торговли между Европой и Азией. Афанасий Никитин, проплывавший мимо Астрахани в 1469 и вовсе свидетельствует о том, что астраханские татары во главе с собственным ханом грабили проходившие мимо города суда. Видимо, зная о грабежах, путешественники сначала хотели спуститься к морю по Бузану, а не по главному руслу. Но местные татары передали им ложную информацию, якобы султан Касым подстерегает купцов на Бузане, а с ним 3000 татар. Поверив этому, суда вернулись на Волгу и, проплывая мимо Астрахани, подверглись вооруженному нападению, в результате которого одно судно было захвачено сразу, а второе было настигнуто и ограблено на взморье. Весьма выразителен рассказ венецианского посла Конторини при возвращении из Персии в 1476 году, попавшего в Астрахань. В городе его начисто ограбили ханские сборщики налогов, заставившие его к тому же занять денег и заплатить хану выкуп, чтобы избавиться от продажи в рабство. Согласно его описанию, город был мал и окружен низкой стеной. Дома в нем глинобитные, хотя кое-где виднелись остатки больших зданий, по его мнению, разрушенных в недавнем времени. Говорят, продолжает автор, что прежде Цитрахань, Астрахань, была значительным торговым местом, и что сюда привозились все товары, отправляемые из Венеции через Тану, Азов. В обмен же они брали разные пряности. Сами астраханские ханы, 3 брата, правящие народом, по его словам, кочуют со всем народом на равнинах Черкесии около Таны, доходя до пределов России, а в городе живут только зимой. Ежегодно государь Цитраханский, именуемый ханом Казымом, отправляет посла своего в Россию к великому князю не столько для дел, сколько для получения какого-либо подарка. Этому послу сопутствует целый караван татарских купцов с джетскими тканями, шелком и другими товарами,
которые они променивают на меха, седла, мечи и иные вещи. Свидетельство Конторини указывает на полукочевой образ жизни астраханских жителей. Он с удивлением отмечает, что они не едят хлеба, поэтому важно сделать вывод о господствующей роли кочевого скотоводства в экономике ханства при сохранении некоторой роли охоты, рыболовства, торговли и соледобычи. По словам Конторини, одно соляное озеро вблизи Астрахани снабжает превосходной солью почти все российские владения. Население Астраханского ханства представляло собой конгломерат различных тюркских племен, кочевавших в этих краях с хазарских и половецких времен. Ханская власть здесь, похоже, была слабее, чем в других татарских ханствах, что явствует из более значительных прав и привилегий царевичей Мурс и Мул. Упоминание Конторини трех братьев, соправителей, хотя он и выделяет хана Касыма, свидетельствует в пользу этого мнения. Особое положение занимал Калга, главный начальник крепости и войска, каковым обычно был престолонаследник. Население платило ханам и мурзам ясак, часть которого уходила в соседние государства. Например, Ногайской Орде ежегодно выплачивалось 40 тысяч алтын. Несмотря на очевидную слабость после русского похода в 1554-му астраханского хана оказалось 500 мурс и 10 тысяч черных людей. Ханы пытались проводить активную внешнюю политику. В 1480 году хан Касым принял участие в неудачной попытке Ахмад-хана восстановить ордынское господство над Русью. Затем помогал узбекским ханам в их борьбе против Ногайской Орды и Сибирского ханства. Позднее его брат и преемник Абдуль-Карим, заключив союз с Большой Ордой, воевал с Менгли-Гиреем, что привело к враждебным отношениям с Россией, союзницей Крыма, и к усилению влияния Большой Орды на Астрахань. После ослабления и распада Большой Орды с конца 15 века Астраханское ханство подпало под влияние Ногайской Орды, продолжая вести борьбу с Крымским ханством. В первой половине 16 века Астраханское ханство, часто подвергавшееся набегам соседей, сажавших на престол своих ставленников, фактически утратила самостоятельность. В это время активизировалась политика Крымского ханства в Поволжье. В 1521 году Крымская партия произвела династический переворот в Казани, после чего крымская и казанские татары отправились в набег на Русь. Видимо, узнав об этом, астраханский хан Усейн напал на крымские владения. Месть не заставила себя долго ждать, и в 1523 Мухаммад Гирей в союзе с ногайским князем Мамаем изгнал Усейна, бежавшего в Москву, и соединил три владения – Крым, Астрахань и Казань. Однако его новый союзник Мамай под влиянием своего брата Агиша готовил западню. В ходе внезапного нападения они убили хана с сыном и другими вельможами и простыми крымцами, так что только двое из ханских сыновей спаслись от гибели. Из этой истории явствует, тем не менее, что не только в Казани и Астрахани, но и среди нагайцев были сторонники Крыма, временно им был и сам Мамай. Новый астраханский хан Касым, намеревавшийся заключить союз с Россией, не успел этого сделать, в то время как его посол доехал до Москвы, сам он погиб во время набега черкесов в 1532, взявших и разграбивших город. Только очередной хан Абдул-Рахмед, ставший ханом в 1534, дал на себя клятвенную грамоту Василию III в истинном к нему дружестве. Но вскоре нагайцы изгнали его, захватив Астрахань, и поставили нового хана Дервиш-Али. В результате последовавшего нового вторжения крымцев Дервиш-Али был вынужден бежать в Москву, а на Астраханском престоле в 1547 году оказался сторонник Крыма и Турции Ямгурчей. Тем не менее, новый хан сначала сам инициировал переговоры с Москвой в 1551 году, что объясняется, возможно, его желанием добиться реальной независимости от Крыма и от Ногайской Орды. Однако призыв турецкого султана Сулеймана Великолепного заключить союз с крымским ханом, которому он велел отпустить всех астраханских жителей, восстанавливая им отечество, заставил Ямгурчея арестовать русского посла и начать подготовку к войне. Захват Иваном IV Казани
не улучшил отношения России с татарскими ханствами, но создавал новую стратегическую обстановку в Поволжье, где завоевательная политика Москвы столкнулась с крымско-турецкой экспансией. Объективная геополитическая ситуация толкала стороны к войне уже с воцарения в Казани Сайб-Гирея, когда Крымско-Казанский союз охватил полукольцом с юга и востока русские земли. Не рискуя начать атаку через дикое поле на главного противника, Иван IV предпочел сначала нанести удар по более слабому вражескому флангу в Поволжье, чтобы обеспечить себе спокойный тыл в предстоящей войне с Крымом. Военно-стратегические соображения требовали и подчинения Астрахани. Не исключено, что дополнительный интерес вызывала возможность установить в этом случае полный контроль над Волжским торговым путем, открывая России выход на Каспий и далее на восток. Союзники в Нижнем Поволжье среди Ногайской и Астраханской знати, сторонники Дервиш-Али, у Москвы имелись. Требовалось лишь опередить противника. В итоге царь Иван Грозный решил подчинить своему влиянию южного соседа. Покорение Астраханского ханства позволило бы добиться контроля над всем бассейном Волги и получить прямой выход в Каспийское море. Поводом к началу военных действий стало пленение местным ханом Емгурчеем московских послов в Астрахани. Весной 1554 года по Волге в сторону Астрахани отправилось войско во главе с князем Пронским. 29 июня русский авангард под командованием князя Вяземского нанес поражение головному отряду астраханцев у Черного острова. После этого Емгурчей не стал вступать в новое сражение и при приближении русских к Астрахани бежал из города в турецкую крепость Азов, а русские войска без боя заняли Астрахань. В результате этого похода Астраханское ханство было полностью подчинено Российскому царству. Друзья, мы, как всегда, ждем от вас обратной связи. Поделитесь своим мнением о данном выпуске в комментарии. Особенно интересно мнение наших астраханских зрителей. Ставьте братский лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Сау был вас, ассаламу алейкум и до нового выпуска. Пока. А вот это нравится? Да. Я думаю, можно, да, под конец спустить? Астраханцы, трек для вас. Подрастают дети, свежие ростки, обновляйся, город. Астрахань моя, ты мне очень дорог, и я люблю тебя. Задумчивые ночи, и Крым стоит могучий. Шум Волги, лотос, огни, меня понять могут только они. Задумчивые ночи, и Крым стоит могучий. Шум Волги, лотос, огни, меня понять могут только